Добрый вечер. Сегодня 26 февраля, пятница, 730-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Сегодня 2 года со дня сопротивления российской оккупации Крыма. 26 февраля 2014 у парламента многотысячный митинг крымско-татарского меджлиса и проукраинских граждан поддерживали территориальную целостность Украины. В то же время из Севастополя завезли сторонников Аксенова. В давке погибло 2 человека. Крымским татарам удалось не допустить сессии крымского парламента, которая хотела назначить незаконный референдум. Однако на следующее утро вооруженные российские спецназовцы захватили здание Верховной Рады и Совета министров автономии. Россия начала реализацию сценария по аннексии полуострова. Под дулом автоматов Верховная Рада Крыма объявила референдум, который провели 16 марта. Впоследствии против участников крымско-татарского митинга Следственный комитет оккупационной администрации Крыма возбудил уголовное дело. Через год задержали 7 участников митинга. 4 отпустили, осудив на условные сроки. В СИЗО остались заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз и активисты Али Асанов и Мустафа Дегарменджи. Ни одного сторонника партии «Русское единство» не задержали и не привлекли к ответственности. 26 февраля 2014 был похоронен миф о добровольном присоединении Крыма к России. Об этом во время Международного форума «Крым – это Украина» заявил глава Меджлиса Рифат Чубаров. Первой жертвой российской агрессии стал Ришат Аметов, который 3 марта 2014 вышел на одиночный пикет против оккупации. Его изуродованное тело нашли 15 марта, накануне незаконного референдума. Вот там, в Криму, в окупованому Криму, і кримські татари, і українці, які зберігають всі відчуття до своєї держави. Я сподіваюся, люди інших національностей, вони дійсно очікують, щоб як можна скоріше Крим повернувся до України. Це не просто такі теоретизування. Кожного дня приїжджають люди, треба просто з ними бачитися і просто їх послухати, що вони говорять і як вони це чекають. Ми маємо відоправдати їхні такі очікування також. І тому нові такі форми, які допоможуть скорішому поверненню Криму, вони мають бути знайдені. Ще раз повторюю, якщо ми об'єднаємо всі зусилля. Меджліс кримсько-татарського народу до цього готовий абсолютно. Абсолютно. Во время захвата полуострова крымские татары активно помогали украинским военным. Полковник морской пехоты Дмитрий Делятицкий говорит, защитники Украины, заблокированные в своих частях оккупантами, остались благодарны крымско-татарскому народу за оказанную помощь. Крымские татары даже предлагали вместе бороться с российскими оккупантами и готовы были взять в руки оружие. Крымские татары очень, конечно, такая помощь неоценимая была с их стороны, очень активно. Причем различные виды помощи предлагали. Но на тот момент времени мы просили помощи только водой там, и пищей. Вот. О том, чтобы дать в руки оружие, мы на это не пошли. Вот до того, что они даже оповещали передвижение россиян по территории близлежащей Крымской, о чем я постоянно докладывал своему начальнику. День крымского сопротивления отмечают сегодня в Украине. В одной из киевских школ провели открытый урок. Учителя и ученики украсили свою одежду эмблемой с крымско-татарской тамгой. Говорили о положении крымских татар на полуострове и деоккупации Крыма Россией. Після захоплення центр міста Симферополя та основні вулиці міста були оточені військовослужбовцями без розпізнавальних знаків. На військових автомобілях з номерними знаками Російської Федерації. Я имел честь проводить открытый урок, но тогда были собраны в классе в основном крымские татары. Это было в далекой депортации, в условиях советского режима, когда говорить о Крыме крымским татарам было запрещено. Опять речь идет о Крыме, но уже в Киеве и уже з українськими дітьми. Всі події, які відбувалися власне в Україні, в Криму, моя родина
українська родина сприймала як власне горе. Мені не байдуже. У нас багато друзів залишилося в Севастополі, в Криму. І татарський народ, я в 100% переконана, він має жити в Криму однозначно. То їхня історична батьківщина. Для того, чтобы дети понимали, что крымские татары – это тот коренной народ Украины, коренной народ Крыма, и крымские татары также борются за страну, в которой мы все вместе живем, и у которой сегодня трагедия. И поэтому мы должны бороться, мы должны объединяться. Боротьба ще триває, але разом, що демонструють наші емблемки на наших серцях, ми з вами разом в цій боротьбі, і ми обов'язково переможемо. У осужденного России крымчанина сохнет рука. Власти РФ не реагируют. Его адвокат Дмитрий Сотников обнародовал обращение к Федеральной службе исполнения наказаний России. Адвокат настаивает, что Александру Костенко необходима срочная медицинская помощь. Однако ему ответили, что осужденный ее отклонил. Его когда прооперировали в Крыму, у него там часть кости, что ли, удалили, вот. Соответственно, он должен был руку как-то развивать, но поскольку никаких реабилитаций никакой не было, медицинской помощи ему не оказывалось, соответственно, у него с рукой начались проблемы. В настоящий момент, так сказать, это все продолжается. Я когда его посещал в декабре месяце, я направлял запрос в ОНК. Это общественная комиссия, которая занимается надзором в пенитенциарных учреждениях. Ответа до сих пор не пришло. Сейчас я через Facebook, когда уже распостил там обращение, добился наконец-то ответа от них. Они сказали, что якобы Костенко от медицинской помощи отказался, что действительность абсолютно не соответствует. Операцию мы делали потому, что 5 февраля при задержании сотрудниками ФСБ его пытали, и в результате этих пыток сломали ему руку. И вот только 20 мая, после того, 15 мая состоялось соглашение, приговор, его прооперировали. 6 спасены, под завалами 3, 1 мертвый. Таковы предварительные результаты работ по разбору завалов отселенного 5-этажного дома в центре Киева. Накануне на улице Богдана Хмельницкого в доме обрушилось несколько этажей. Как сообщает пресс-служба мэрии, 6 пострадавших, которых спасатели достали из-под завалов, находятся в больнице. Тело погибшего строителя пока не могут достать, опасаясь обвала других обломков. Поисковые работы продолжаются. Под обломками могут находиться еще люди. Дом выселен и принадлежит частному лицу. Перекрытия обвалились во время проведения ремонтных работ, которые велись без разрешительных документов. Відповідно, там могли знаходитися також і інші особи без певного місця проживання або і ще інші. Тому зараз з'ясовуємо, коли розгребемо завали, буде зрозуміло, що там взагалі всередині. Зараз 2 людини госпіталізовано, 1 людина зараз своїми ногами вийшла і опитують поліція, 4 людина зараз знайдена під завалами. ЮНЕСКО отказала оккупантам признать Херсонес Таврический российским заповедником. По результатам голосования в ООН Херсонес не признают российским, пока в мире не признают Крым частью Российской Федерации. Оккупационная власть Крыма передала заповедник в федеральную собственность России в августе прошлого года. Новый директор Херсонеса регулярно направляет в ЮНЕСКО отчеты о своей деятельности. В организации считают, что объект культурного наследия принадлежит Украине и никакие российские законы там не действуют. – 23 февраля губернатор российской администрации Севастополя Сергей Миняйло во время возложения цветов к вечному огню уронил на ноги венок. В 2010 году подобная ситуация произошла с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Ему венок упал на голову. Позже, отмечают пользователи соцсетей, он бежал из страны. «Мы люди, мы равны». В столичном музее Шевченко открылась выставка, приуроченная Дню социальной справедливости. Это совместный проект организации «Крымсос» и агентства ООН по делам беженцев.
И фото не шокируют и не пугают. Если и вызывают эмоции, то только хорошие, хотя они о дискриминации. Негатив, він завжди відштовхує. Якщо ви бачите людей, котрі не відсторонюються одне від одного, а ви бачите, що вони навпаки єднаються і тиснуть руки, ви своїм серцем відчуваєте оце добро, яке йде з фотографій, і тоді ви, може, переймете таку ж якусь часточку добра і захочете тоді в своєму житті вчинити інакше. Фотограф запечатлел образы разных людей. Молодые с пожилыми, взрослые с детьми, переселенцы со столичными жителями, гетеросексуальная пара с парой с нетрадиционной сексуальной ориентацией, люди с инвалидностью и здоровые люди. И все они держатся за руки, потому что между ними нет барьеров, хотя все и разные, но равные. Идея возникла от того, чтобы выйти из контекста негативного в позитивно, начать с чего-то хорошего. Мы подумали о том, что независимо от того, откуда мы приехали, какая у нас прописка, что нам нравится, какую веру мы исповедуем и все остальное, мы все равно являемся равными и заслуживаем одинакового хорошего отношения друг к другу. Мы заслуживаем того, чтобы нас брали на работу, на те должности, на которые мы заслуживаем просто счастья. Девушка на инвалидной коляске Ульяна Пчелкина. В 2005 году она попала в аварию и повредила позвоночник. Тогда она осознала, что стала не такой, как все, но сумела в себе изжить инвалида. Теперь Ульяна ведущая на столичном телеканале, организатор лагерей реабилитации и чемпион мира по карате для людей с инвалидностью. Психолог Дана Нагорная снялась с маленькой Хадижей. Их снимок о равенстве взрослых и детей. Мы пошли в парк и, в общем-то, пытались как-то стать, чтобы изобразить эту идею. То есть руки – это то, что мы, в общем, в контакте. Скажем так, мы слышим и видим друг друга. И взрослый, я опустилась на уровень ребенка, да, то есть чтобы мы видели глаза друг друга. И это, собственно, говорит об этой идее, что мы, если мы хотим услышать ребенка, мы можем опуститься на его уровень и увидеть его. Только так мы можем найти какой-то компромисс. Юрист Крымсос Виктория Савчук на фото с дочкой крымско-татарского музыканта Джамиля Карикова «Мелек». Но для меня лично есть особый смысл этой фотографии, потому что я в Крымсу с 2014 года с самого начала. И я шла туда с пониманием того, что нужно что-то делать с Крымом, да, после его оккупации, и нужно помогать, в первую очередь у меня была мысль, нужно помогать крымско-татарскому народу. То есть, и за время волонтерства, за время нашей активной работы в Крымсосе я настолько сдружилась с крымскими татарами, что меня часто путали с крымской татаркой, и я начала учить крымско-татарский, и у меня это как-то вот очень-очень глубоко так въелось внутри меня. Выставка, приуроченная ко Дню социальной справедливости, который по инициативе ООН отмечается с 2007 года, продлится до воскресенья. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. «Спаси АТР». С таким призывом обращаются работники телеканала ко всем неравнодушным к его судьбе. АТР – первый и единственный крымско-татарский телеканал в мире, вещает на 3 языках – крымско-татарском, русском и украинском. И теперь, как и год назад, когда российские власти запретили каналу работать в Крыму, АТР снова на грани выживания, теперь финансового. Несмотря на политические преследования со стороны России, АТР выжил и продолжает вещать из Киева. АТР смотрит не только в каждом доме каждого украинского патриота в Крыму. Благодаря спутниковому вещанию и интернету его смотрят и в Украине, и во всем мире. Необходимо, чтобы мировое сообщество знало правду о том, что происходит в Крыму, а Крым знал правду о том, что происходит в мире. Коллектив АТР делает для этого все возможное. Сейчас канал в тяжелом финансовом положении. Помочь ему продолжить борьбу за деоккупацию Крыма можно, поддержав онлайн через сайт АТР. Значительная часть территории Украины оккупирована, и в том числе Крымский полуостров. В особо тяжелом положении в Крымском полуострове оказался его коренной народ, крымские татары, потому что они активно выступали против аннексии. И если сейчас не предпринять какие-то срочные меры по деоккупации Крыма, по освобождению Крыма от оккупантов, судьба крымско-татарского народа в очень опасном положении. Они могут, так же, как и во времена Екатерины II, подвергнуться принудительному
выживанию со своей национальной территории. Сегодня в 19:00 АТР вместе с коллегами из Первого национального, Грамматикова ТВ, агентства КХА, сайта Крым Реалии, Центра журналистских расследований и Черноморской телерадиокомпании начнут марафон «Крымский вопрос». В студии ожидаются десятки гостей, с которыми обсудят события последних 2 лет и возможности деоккупации Крыма. В связи с этим следующий выпуск «Заман» выйдет в эфир несколько позже, в 21:00 по киевскому времени. У меня на этом все. Оставайтесь на АТР. Будет интересно.